Оккупационный суд Киевского района Симферополя арестовал до 5 августа 4 крымских татар: Айдера Джапарова, Эскендера Сулейманова, Резу и Энвера Амеровых. Их задержали вчера во время очередной облавы в Крыму. Всего было задержано 8 человек. Остальным меру пресечения оккупанты будут избирать сегодня. Оккупационные силовики во время обыска вели себя грубо и нагло, угрожали оружием матери Эскендера Сулейманова, обещали пристрелить. У жены Резы Амерова от стресса начались преждевременные роды, женщину срочно госпитализировали. Всех задержанных обвиняют в терроризме и участии в организации Хизбут Тахрир, запрещенной в России. Давайте посмотрим, как это было. Першим ще цієї ночі окупанти затримують 58-річного Енвера Омерова на Керченському мосту. Він з дочкою Фатмою Ісмаїловою їхав на суд у Ростов до зятя політв'язня Рустема Ісмаїлова. Поводилися зухвало та особливо не церемонилися. Літньому чоловіку стало зле. Через високий тиск довелося викликати швидку. Однак ФСБівців це не зупинило. Кілька молодиків у цивільному нахабно заштовхали Омерова у автівку і повезли до окупаційного управління ФСБ у Сімферополі. Сказали ему лежать, не нервничать, да, то есть вот так вот, не беспокоить его. Тот человек в гражданском опять начал говорить, что я вашего отца заберу в РОВД и так далее. Я говорю, без протокола не заберете. Он мне начал говорить, если ты будешь препятствовать тому, чтобы я забрал отца, то я тебя наручниками закреплю к этому генератору. А там вот ОТП с генератором стоял. Отец, переживая за нас, как бы еле-еле пошел к ним в машину. А вже на ранок силовики влаштували масові облави відразу в кількох районах окупованого Криму: в Сімферополі, Білогірську, Кам'янці, Малому Маяку, Алушті та Строганівці. Обшукували усіх, не зважали ані на дітей, літніх людей та вагітних. Обшуки влаштували і в будинку затриманого цієї ночі на Керченському мосту Енвера Омерова та у його сина Різи. Перевернули все догори дригом, шукали заборонену літературу. Врешті чоловіків забирають до відділку ФСБ у Сімферополі. Через стрес у дружини Різи Омерова на 7-му місяці вагітності почалися передчасні пологи. Жену Резы Умерова увезли в роддом, у нее начались преждевременные роды от испуга, она на 7-м месяце беременности. У Резы то, что забрали, мы знаем, это компьютер забрали, технику. Отошли воды, мы поступили в город Симферополь, перинатальный центр, уже 2 или 3 часа мы сидим здесь, мы не можем ее отправить в приемный покой, так как большая очередь, все врачи сейчас находятся на операциях, должного внимания ей не уделяют. У присутності 3 неповнолітніх дітей силовики на світанку провели обшук у будинку Айдера Джапарова. Забрали моего мужа, предъявив ему обвинение какой-то непонятной организации. Забрали всю технику цифровую. Все носители, которые были, диски старые с фотографиями, со свадеб. А так у Сімферополі з будинку окупанти виводять Ельдара Кантемірова. Жінки та діти не стримують сліз. А це в Алуштинському районі у селі Малий Маяк із будинку після обшуку виводять Руслана Масутова. Його літній онкохворій матері важко стримати емоції. Попомните мои слова, вспомните. Пусть Аллах вас проклял. Сверху донизу. Ваши глаза покоя не будет. На світанку російські силовики увірвалися і у будинок Ескендера Сулейманова. Його брата Руслана Сулейманова 3 місяці тому затримали окупанти і внесли до справи про так званий тероризм. Про обшук у їхньому будинку із жахом згадують літні батьки Ескендера Сулейманова. Как начали стучать по окнам, по двери, и муж выбежал, открыл. Это Эскендер, он там после намаза застал, и сразу вот так посмотрел в окно и говорит, это за мной пришли, говорит, ОМОН. Один вытащил пистолет вот такой черный и хотел меня вот так пристрелить. А я говорю, стреляй меня, я говорю. Потому что мне, говорю, уже одного забрали, я говорю, второго забрали, я говорю. Лучше, говорю, давай мне, чтобы я умерла. Еще, говорит, успеем, говорит, вас пострелять, говорит. Серед затриманих нині 8 кримських татар. Це Енвер та Різа Умерови, Ельдар Кантеміров, Айдер Джапаров, Ескендер Сулейманов, Руслан Масутов, Руслан Нагаєв та Лінур Халілов. Правозахисники та кримські адвокати побоюються, що усім будуть закидати надумані справи. І все через те, що вони, кримські татари, і мають активну громадянську позицію. По тем данным, которые уже получили адвокаты и материалам дел, с которыми они сейчас работают, вероятнее всего в Крыму появятся 2 новые группы по
так называемому делу Хизбут-Тахрир. Это группа из Алушты, группа из Белогорска и Эскендера Сулейманова следователи добавляют в большую симферопольскую группу, которая была задержана 27 марта в ходе спецоперации, когда были задержаны 24 кримських татарина. Айдеру Джапарову, Різі та Енверу Османовим окупаційні судді лише надвечір обрали запобіжний захід, тримання під вартою до 5 серпня. Конечно, полный беспредел. Мы, крымские мусульмане, крымские татары, воспринимаем это именно беспределом. Почему? Потому что по-другому нельзя назвать. Да? На сегодняшний день все прекрасно это знают. И все это понимают. Несмотря на это, очередной раз ребят задержали. Семейных, приличных людей, действительно уважаемых родителей, уважаемых сыновей задержали. І ми прийшли сюди іменно підтримати. По решті затриманих засідання призначені на завтра. Вікторія Блязова, Zaman.at.